Пахвалёны Езус Христос, наши паважаныя радыёслухачы, вітаем вас у эфіры Радыё Марыя. І сёння ў нас ізноўкі ёсць незвычайныя госці. І гэта Гоша, направ камеру на нашу госцю, бо буду я яе прадстаўляць. Гэта у нас сястра Канстанцыя з кангрэгацыі Маці Божай міласэрнасці. Вітаю вас, сястра Канстанцыя. Вітаю. Здалёк да нас прыехалі? З пастаў. Я працую ў паставах уже 15-й год. А перад гэтым была ў Польшчы і ў Чэнстахове. Тут так і прыехала з Чэнстаховы ў паставы на Беларусь. І 15 год ужо ў паставах. Так, летом будзе 15 гадоў. Ёсць лепей месца ў сусвеце, чым паставы? Каждое место хіба есть добрае. Сестра Канстанцыя, такое пытанне адразу. Вось мы тут блыталіся, як вас трэба пісаць, і ўжо перабіралі назву гэтай вашай кангрэгацыі, і неяк так заблыталіся. Вось у нас напісана кангрэгацыя Маці Божай міласэрнасці. І нам кажуць: "А, гэта ты, сёстры Фаўстынкі". Вы сказалі, што не. Растлумачце, калі ласка, нашым слухачам, у чым адрозненне, хто з вас хто ёсць. Называюць мы так. Некоторые нас называюць Фаўстынкі, але так сапраўды Фаўстынкі, то больше так подходит это сестрам Иисуса Милосердного. Есть такая конгрегация Иисуса Милосердного, и яны есть такие Фаўстынкі, тому что их заложил благословленный Михал Сапочка, и менавіта ён заложил их на, можно сказать, регулу для их. Троха списывала сестра Фаўстына, троха ксёндз Міхал Сапочка. І таму яны ўжо як бы паўсталі ўжо после жыцця сестры Фаўстыны, святой сестры Фаўстыны. І таму, можа, больш та назва Фаўстынкі накіроўана на іх. А у нашай кангрэгацыі это есть такое, можна сказаць, кангрэгацыя, у якой жила і адышла да Пана Бога і святая сестра Фаўстына. І ў мяне яшчэ ўсё ж такі не акрэсліліся вось гэтыя адрозненні. Ну добра, будзем высвятляць. Бо ёсць кангрэгацыя Маці Божай міласэрнасці, у якой прыйшла святая сестра Фаўстына, і ёсць кангрэгацыя Иисуса Милосердного, которая была основана именно на, можно сказать, заложил эту конгрегацию Михал Сапочка. Гэта зразумела. І менавіта яны называюцца добра. Фаўстынкі. А вы як-небудзь яшчэ называецеся? Сёстры Маткі Божай міласердя. Вось так. Так. Тады давайте знаёміцца глыбей. Распавядзіце, калі ласка, аб тым, калі паўстала ваша кангрэгацыя, якая была мэта яе стварэння, і ўвогуле, колькі вас, дзе вы жывеце, што робіце, будзем знаёміцца. Будзем знаёміцца. І так. Наша конгрегация, корнями наша конгрегация, еще можно так посмотреть на Францию, потому что самое начало корни нашей конгрегации это во Франции. Еще в XIX веке была такая графиня Рондо во Франции, Тереса Рондо, которая занималась такими, я бы сказала бы так, девушками, которые сошли с хорошей дороги жизни. Может быть так. Вот. И она начала ими заниматься и закладывать такие дома милосердия. И когда она начала закладывать эти дома милосердия, то, конечно, в прошлом веке, в XIX веке, это где-то в середине XIX века, и таких девушек было очень много. И поэтому они сами приходили, чтобы направить свою жизнь. И закладывались эти дома милосердия. Такие дома милосердия были там и возле Парижа, и в Лаваль также само были эти дома милосердия. И могу еще так сказать для интереса, что эта графиня Рондо, как уже сказала, она была дословно графиня из такого знатного рода, которая очень сильно была такая, для начала, я бы сказала, такая спесивая, если могу сказать такое слово. Когда она видела, что идет по дороге какая-нибудь проститутка, она переходила на другую дорогу, на другую сторону дороги, чтобы только не дотронуться с ней, потому что это считалось тогда таким унизительным. Но так как она была особой человеком верующим, то со временем поняла с помощью своего исповедника,
что это именно ее дорога, чтобы помогать таким девушкам. И поэтому она переборола себя и начала закладывать дома милосердия, чтобы эти девушки, проститутки, очень часто, которые действительно и шли, можно сказать, ну, в кавычках, профессию, только для того, чтобы заработать себе на какой-то кусок хлеба. И поэтому она просто помогала этим девушкам, собирала какие-то денежки, она им помогала. Об этом послышала также сама графиня с Варшавы, с Польши, Тереса Потоцкая. Она поехала туда, на Францию, чтобы набрать такого опыта. Набрала этого опыта, вместе с ней поехали еще потом другие девушки-соратницы, которые тоже хотели этим же заниматься, то есть помогать такой молодежи, девушкам. И когда они там пробыли несколько лет, я уже так говорю в сокращенном виде, они приехали в Варшаву и основали такой первый дом милосердия. Это он был при улице Смоленской в Варшаве, и это было 1 ноября 1961 года. И 62 года, извиняюсь, 62 года. Именно эта дата есть основанием нашей конгрегации. Потому что потом со временем они просто отделились. У них там постала другая конгрегация, а в Польше постала конгрегация именно Матери Божьей Милосердия. И начали основываться тогда разные дома, начала развиваться как бы эта конгрегация. Позже она была затверждена, конечно же, столицей апостольской. И чуть позже был основан дом в Кракове, в Лагивниках. Думаю, что уже все знают этот дом в Лагивниках. Там, где потом стало, теперь уже есть такой столицей культа милосердия Божьего, где в 1900 Можна прикладно. в 1925 году туда вступила святая сестра Фаустина. Тогда она еще имела имя Гелена Ковальская. И именно в Варшаве она вступила в конгрегацию, прожила 13 лет и была таким богатством для нашей конгрегации, конечно, потому что именно через нее Бог захотел дать всему миру именно вот это вот набоженство, послание Божьего милосердия. Потому что именно через святую сестру Фаустину Бог дал нам коронку до Божьей милосердности, праздник до Божьей милосердности. Говорил, чтобы мы почитали бы также самый час милосердия. І дзённік І дзённік Ён святой сестры таксама нам Фаустыны даў. таксама. Так, такі улюбёны для нас усіх дзённічак. Так, он есть таксама уже переведен на белорусский язык уже, правда, уже здесь Так, мы переведён. выкарыстоўваем яго ў студыі. Так. И вообще дневник сестры Фаустины, уже сколько мы начали говорить о дневнике сестры Фаустины, уже переведен больше как на 80 языков мира. То есть уже, наверное, на многих языках. Уже есть на таких языках, как и китайский, и японский, и еврейский. Нават і туды даехала. Ух ты. Да, Фаустина духовная туда доехала. Ну, Иисус ее называл апостолка Божьего милосердия, поэтому апостолуя она везде. Вот. И столько, может быть, о конгрегации, или что-то, может, еще больше сказать о Ну, мне цікава конгрегации. яшчэ даведацца, вось, ну, вы казалі пра тое, што мэтанакіравана яна была на тых дзяўчат, якія сышлі з такога правільнага шляху і пачалі зарабляць, ну, не той прафесіяй. Ну, гэта до сих пор, вось, і да гэтага моманту вы так скірованы больш на, ну, вось, менавіта туды, але ж неяк расшырылі свае межы, вось, дзеяння. Расширили. Потому что ну, уже не буду задерживаться над этим, но после войны, конечно, наших домов было тогда намного меньше. И тогда мы знаем, что уже такие девушки сами не приходили в наши дома. И поэтому тоже у нас была такая работа, может быть, занимались тогда уже после войны, даже тогда, когда у нас были забраны уже эти вот дома милосердия, и мы не могли уже служить таким образом, помогать девушкам, молодежи, но тогда уже начинал развиваться культ Божьего милосердия. Тогда уже очень много людей
после войны начинала приезжать тогда уже в лагерники. Тогда так же само уже, может быть, сестра Фаустина становилась более известной, и тогда у нас наше направление тоже пошло на расширение культа Божьего милосердия. И оно очень сильно начал, можно сказать, я бы сказала бы, молниеносно развивался культ Божьего милосердия. Поэтому тоже во многих домах тоже очень много говорилось об этом. И наша конгрегация тогда тоже занималась такими, как детские сада, например, такие так называемые охранки для детей, для молодежи, куда могли прийти. То есть это можно было, как бы так могла бы сказать, такой профилактика для молодежи, для девушек, таким воспитанием религийным. Ну, на переломе 20 века, уже под конец 20 века даже, тогда уже, когда уже была возможность, чтобы наши дома к нам вернулись, мы как бы вернулись к нашему харизмату. Потому что нашим харизматам иначе это и есть вот помогать таким девушкам и женщинам. И есть у нас такие дома, ну, больше их в Польше. И есть такие дома, где, например, молодая девушка, которая сошла с дороги жизни и ожидает уже, скажем, ребенка для того, чтобы она, ну, не сделала бы аборт. Есть такая возможность, что могут прийти в наши дома. Есть такие специальные у нас дома, где она может прийти, родить и первое время воспитывать этого ребенка такой помощью. И есть у нас такие дома в некоторых городах в Польше, где действительно приходят такие девушки. Ну, обычно они не замужем, потому что просто где-то что-то ошиблись в жизни, и такая у них судьба встретилась. Дальше еще теперь также возвращаемся к такому, что есть у нас такие дома в Польше, где через, можно сказать, через институции, конечно, государственные, привозят, которые осуждены судом, такие девушки, и в такие дома закрытые, где они переходят такую, можно сказать, воспитательную работу. Они там учатся, получают образование и также самую профессию. Это, я бы сказала, на основе такого, вот как раньше было профессиональных таких училищ, техникум. Вот. И есть у нас такие дома, и теперь вот с каждым годом как бы мы еще больше возвращаемся к нашему харизмату. Ну и, конечно, вместе с этим идет также культ Божьего милосердия, да, потому что сестра Фаустина тоже узнана такой духовой, не основательницей, как бы соосновательницей, духовной соосновательницей нашей конгрегации Матерь Божьего милосердия. І есть культ милосердия тоже. Ну, мне хочется адразу спытаць. Мы так шмат цяпер казалі пра Польшу, ну так к вытокам азіраючыся. Ну я ж спадзяюся, што ў нашай краіне ў Беларусі неяк па-іншаму сітуацыя выглядае, што ў нас не так шмат дзяўчат, якія вось менавіта скрочылі з дарогі там з правільнай, і што можа тут у Беларусі больш мы можам казаць пра Божую міласэрнасць, ніж пра чым такія вось дамы. Именно так, да. Поэтому вот это вот распространение культа Божьего милосердия, потому что Иисус сказал, если бы грешники бы знали мою милосердность, то не погибало бы их такое большое количество. Это слова Пана Иисуса до сестры Фаустины в дневнике. И поэтому есть такая, как бы сказать, может быть, это не слишком правильно, но как бы такая, не профилактика, а как бы тоже есть нашим харизматам, чтобы показать людям, что Бог милосердный, что Он любит каждого человека. И это уже есть в нашем харизмате. И поэтому даже если нету этих домов, и даже то, чем мы занимаемся, да, то мы этим самым говорим о том, что Бог есть милосердный. И, конечно, здесь на Беларуси наш дом есть в Поставах, и еще есть в Гродненской области, в Шиловичах, это есть Волковыцкий район. Там занимаемся больше молодежью,
молодежь, катехезы. Есть у нас такой ораториум для детей в Поставах. Це недзе пры парафіі існуе, Да, так? при парафии святого Антония Падуанского у Поставах. Именно там мы находимся. Нас там есть только две, я и еще одна сестра. А на Гродзеншыне сколькі? И тоже две. І там Тоже. таксама дзесьці пры парафіі існуе Тоже такая при вось... парафии, Ага. да. И вот здесь, например, в Поставах тоже есть у нас такое ораториум Светлица, где собираются дети, больше 30 даже приходят, то есть игры, занятия, катехеза, и встречи тоже с молодежью. И так же самое еще есть такая супольность Фаустинум, тоже она основана в Кракове. Там, когда вот миряне, которые хотят жить духа милосердия, у них есть возможность такой формации в духу милосердия, то есть познавание Бога как Бога милосердия. И делаем такие встречи для них, для таких людей. И вот именно такие встречи есть и в Поставах, и вот здесь вот, в Минске тоже вот приезжаю на такие встречи. Сестра Канстанцыя, скажыце, адчуваеце, што патрэбныя такія сёстры ў Беларусі цяпер? Вось, адчуваеце сябе кожны дзень неабходнай Так. тут? Так, отживаем то. Могу сказать один такой случай из моего жития, когда только сюда приехала. Это было в 2005 году. Тогда у нас еще не было, как бы тогда это вот ораториум, как-то еще было это все слабее, костел на Беларуси только вот развивался тогда. И как-то приехала одно время, было мне так, приехала из Częstochowa, перед этим была в Кракове. И кто знает Краков и Częstochowу, правда, то можно себе представить, что вот в Кракове, где есть 100 сестер, я приезжаю сюда в Поставы, где нас есть только 2, Ну да. так. Вот, и поэтому сначала как-то так не могла себе найти место первые месяцы, и я так думаю, может, мы здесь вообще не нужны, может быть, надо было бы вернуться в Польшу или поехать куда-нибудь там в Россию, потому что наши сестры также есть на Казахстане, в других странах. Вот, и я так себе так думаю, и день, и 2, и 3, думаю, Пани Езу, если ты хочешь, то дай какой-нибудь знак, что вот, ты хочешь, чтобы мы здесь бы были бы. Ну и Пани Езу долго не заставила себя ждать. Одно утро приходит одна парафиянка, такая учительница, и что-то там такое было, она сказала, и мы договаривались, учительница, она переводила с польской мовы на белорусскую, и мы с ней вообще об этом ничего не говорили, я не делилась своими, такими, можно сказать, мыслями. И она так встала, это было в дверях, так посмотрела на меня и говорит, сестра Констанция, если бы вы знали бы, как вы здесь нужны. Ось так вам. Для меня это был ответ Отказ. на Иисуса. Просто. Да, и тогда, Так. и тогда это было просто, Пан Иисус всегда говорит к нам через людей очень часто. І вельмі, дарэчы, просто ў вашым И выпадку. очень просто, да, и очень просто. Уже тогда я не имела сомнений, тогда уже начали мы искать здесь, как и что мы можем заниматься, чтобы сделать что-то больше людей, приблизить, чем Божье милосердие. Вот. И поэтому мы так же само, может быть, действительно, эти вот дома милосердия у нас существуют, есть у нас в Польше. И так же само наша конгрегация еще есть в Чехии, в Словакии, в Италии, в Бразилии. А колькі прыкладна вот сясцёр па свеце В есть? Бразилии сейчас еще есть, и в Америке у нас есть два дома, в Кубе и на Казахстане. И всех нас есть около 400. Вы сябруеце? Всех. Немагчыма знаць усіх. Так, але некоторых, то, конечно, что мы знаем, например, когда вот новицят, да, вот группками, правда, то где-то там поддерживаем свои такие связи. Также сама конгрегация каждых 5 лет встречаемся, делаем такой как бы съезд таких, да, вот встречаемся. Все, например, нас вот было с самого начала, теперь вот у нас есть 6 с нашего года, да, вот как мы вот учились, у нас есть 6, то каждых 5 лет мы встречаемся, и так вот каждый год, каждых 5 лет, да, вот когда вот складывали обеты. Сестра Канстанцыя, тады ўжо само такое пытанне да нас ідзе, а вы адкуль узяліся ў гэтай кангрэгацыі? Адкуль я ўзялася? З Літвы. Так, і чаму менавіта тут? Як гэта ўвогуле было? Чым вы дагэтуль займаліся? Распавядзіце, калі ласка, цікава. Сама я с Литвы, полька, но с Литвы, в Вильнюсе. И еще в 92-93 году я в костеле Святого Духа в Вильнюсе, там висит такой образ Иисуса Милосердного.
висел, потому что теперь уже есть Теперь я перемещен, інший есть, в да, в костёле, так, санктуаре так. Божьего милосердия. А и тогда в костеле Святого Духа висел этот образ Иисуса Милосердного. Я про него ничего не знала. Но просто там, когда приехала в Вильнюс, присоединилась как бы к такой группе молодежи. Ну и так было, интересно, были участия, разные разъезды. И потом как-то так, конечно, что о жизни монашеской я вообще не думала. Если бы тогда кто-нибудь из моих знакомых сказал бы мне, что я буду монахиней, то я бы просто рассмеялась бы им в лицо. Ну, я думаю, что ваша Я семья была сама это не католицкая, знала. так? Католицкая, да, католицкая семья полностью, да, семья католицкая, воспитание католицкое, да. Ну, так как и каждая девчонка, конечно, вначале я мечтала о муже, о своем доме и о детях. Это, конечно. Но потом, когда я начала уже больше так посвящать себя, можно сказать, при костёле, религиозной жизни, больше участвовала, я заметила, что меня тянет просто в костёл. И была беатификация святой сестры Фаустины, про которую я вообще ничего не знала, вообще. И это был 93-й год, тогда это была беатификация, и я поехала. Была такая возможность, тогда была пилигримка. Мы поехали, и святой, который ехал с нами, очень хорошо помню его слова. Он сказал, что если, говорит, вы еще теперь не знаете, не осознаете до конца, на какое торжество вы едете. Ну, для меня это было просто, как бы сказать, интересно, потому что мы ехали в Италию, да. Поездка с Это молодью было, в Италию. да, это была вся Так. молодежь, и для меня это было больше интересно. То, что там сестра Фаустина, беатификация, мне это ничего не говорило. Но когда я Ой, вернулась, я закручено. решила это все наверстать, конечно. Я это начала наверстывать, и после мне это было очень интересно. Тогда познала про образ Иисуса Милосердного, и это меня очень сильно потянуло. И потом, конечно, у меня было такое, можно сказать, война во мне. С одной стороны, мне хотелось посвятить себя Богу, а с другой стороны, мне хотелось просто нормально быть просто девушкой, женщиной, заложить свою семью и жить нормально в семье. Но, конечно, Божья ласка была сильнее. Могу так сказать, что даже когда вот в Вильнюсе были мы даже однажды, когда вот я уже думала пойти в конгрегацию, когда я познала Иисуса Милосердного, то, конечно, у меня не было сомнений, чтобы пойти именно в эту конгрегацию. Никакие другие меня не интересовали, это было однозначно. Даже я других и не искала. И потому что подтягивало меня это Божье милосердие. Очень подтягивало Божье милосердие. И читала дневник сестры Фаустины. И настолько это меня затягивало, что я тогда познавала действительно как Бога, который все прощает, который помимо того, что человек грешит, помимо того, что человек отходит от Бога, он всегда остается верным. И то, что он всегда действительно ждет на каждого человека, на каждого грешника. И нет такого греха, который бы Бог не простил бы для человека. Просто не существует такого греха, если только человек к нему придет и скажет: «Боже, прости мне». Он всегда это простит. И меня это очень сильно подтягивало, потому что как молодая девчонка тоже видела много зла в Вильнюсе. И даже когда вот были среди молодежи на дискотеке, когда я думала: «Пане Езу, жизнь так прекрасна, можно служить Богу и в мире, просто при костёле, и это тоже можно выполнить миссию и чувствовать себя в службе Божией». Думаю, и тогда думала, что я никуда не буду поступать, ни в какую конгрегацию. Но, когда на следующий день я уже знала, что нет, всё-таки я пойду в конгрегацию. И когда я вот так вот сама с собой, можно сказать, воевала, была пилигримка Папы Римского, святого Папы Римского Иоанна Павла II. И тогда, когда он у нас был в костёле Святого Духа, и когда он уже проходил, я так подумала, конечно, это неправильно с моей стороны. Я тогда подумала, если я получу благословление от Иоанна Павла, то значит, что я точно должна пойти, что это моя дорога. Потому что перед этим просто я сомневалась, я не знала, моё это или не моё. Так как на Литве тоже не было тогда много конгрегаций, это тоже было только такое вот от рождения костёла после многих лет. И поэтому это тоже было такое сразу уехать из Литвы в Польшу, потому что я должна была туда уехать для формации, должна была ехать в Польшу, и как-то тоже так и одна, и как-то так вот, но душа рвалась, конечно.
И когда Иоанн Павел II проходил среди толпы людей, знаем, что он всегда шел, благословил, правда, он всегда дотрагивался к людям. Когда он проходил, и я думаю, если я получу благословление, то значит, что действительно должна, что это моя дорога. Ну, такую складанную вы И задачу когда, поставили да, и там когда я себе. проходила на Понизус, и опять здесь еще раз ко мне подошел, как бы еще видел вот именно Иоанна Павла II, и когда он проходил, он посмотрел на меня и положил руку и поблагословил. И после этого даже в моем сердце уже не было сомнения, что я должна пойти. Ну, знак так знак. И после этого я уже не было никаких сомнений. Я тогда помню, нашла адрес, написала. Мне тогда еще был там отец такой доминиканин, он говорит, поехала бы в Польшу, посмотрела бы, говорит, присмотрелась бы, может быть, это не твое. Я говорю, нет, говорю, поеду и все. И тогда помню, я ушла и работала в катехезе, тогда тоже уже в Вильнюсе, уволилась с работы. Маме об этом сказала, собрала свои вещи, какие только могла, и уехала. Колькі гадоў вам было? Мне тогда было 20 и 25. Заўжды цікава рэакцыя бацькоў. Ну, конечно, со стороны мамы это были слезы, а папа так по-мужски молчал. А у вас ёсць яшчэ сёстры-браты? И 3 старшие сестры. Ну, то бок яны засталіся з маці, каб яе Асталіся, там так. слёзы крышачку так прасушыць, так? Всё Так, только добра. просушечка было бы добро. Я не могу сказать, что когда я вступила в конгрегацию, это была Варшава, потом Краков, и ни одного не было дня, чтобы я об этом пожалела. Просто каждый день я, как бы можно сказать, еще больше верю, не верю в то, а убеждаюсь в том, что именно это моя дорога. Что это именно моя дорога, потому что служить Богу, давать Бога людям, есть для меня счастье. Думаю, что для каждого, для каждой монахини, для каждого святора, что это есть большим счастьем давать Бога людям. Нести Его словом, поступком, каким-нибудь делом, то, чтобы указывать, что Бог есть милосердный, на правдышном Божьем про каждого человека. Яшчэ цікава, вы кажаце, падчас фармацыі у мяне ніколі не было сумневаў, што я трапіла менавіта туды, куды павінна была трапіць. А ўжо пасля штодзённай працы, калі няма такой романтыкі, возможно, там, ёсць такая праца. Уже прошло 25 годов, як я в этой конгрегации, и не было жадного дня, чтобы я об этом пожалела. Ой, гэта вельмі добра. Гэта такая добрая інфармацыя. Бачыце, што можна абраць шлях аднойчы назаўжды і ім ніколі не расчаравацца. Не расчаравалася. Бо хіба пану Богу нельзя расчаравацца. У пану Богу нельга, а ў шляхе. Можаш, цяпер жа такі свет, ён такі ўжо, канешне, цікавы весь. І калі ты адзін, я не кажу супраць цэлага свету, такі у хабіце стаіш. Як это адчуваецца? По-разному. Теперь так уже привыкли уже. Как бы когда я приезжаю домой, привыкли здесь в поставах так же само. А я помню, когда после своего выступления я приехала на Литву, такой как бы первый раз отведать своих родителей, и в Вильнюсе стояла я, чтобы перейти дорогу, был у меня красный свет, как раз зажегся, и себе стою, и там ехала машина. Машина, она тоже должна уже была ехать, но в Вильнюсе это тоже было что такое неспотыканное. И там сидели парни, молодые парни, и они так засмотрелись, они, наверное, первый раз увидели такое чудо в хабите черное. Они так засмотрелись, загорелся, конечно, им зеленый свет, они должны были идти. И пока сзади им кто-то не засигналил, они не поехали дальше. Просто не забыли, что они должны были ехать. Это у меня был один такой случай. Конечно, по-разному бывает. Некоторые говорят, удобно ли, особенно когда посмотрят на наш ЧПК, на наш именно такой характер нашего хабита, то некоторые говорят, а это, наверное, неудобно, а это плохо, а это жарко и так дальше. И лично мне это не мешает. Неудобно. А это складана апранаць эту конструкцию? Нет, не складана. Нет, это удобно. Это только так на первый взгляд кажется, что это так сложно, неудобно. Может быть, в начале да, но потом, когда человек привыкает, то
И некоторые говорят: "Вижу ли я сбоку что-нибудь?" Вижу, все вижу. Все вижу. Все вижу, Што да. трэба, все бачу, так? Да, поэтому это не мешает Ну, действительно. яшчэ Да. таксама цікава, з якіх сколькіх слаёў яно складаецца. Вось гэта белая частка, чорная частка, гэта адна, ну, ці гэта адно да аднаго Нет, чапляецца? это есть вот такой вот сардачепок и вот Так. этот вот второй. Ага, А вот это вот здесь как это шляпка считается, да, такая, это так? вот как вот такой вот вэллюн сверху, он легченький. Он вообще его Лёгкенький. не чувствуется. Ну, і напэўна, Да. ў жаркае надвор'е наадварот павінна так, чтобы яно было так комфортна ў ім, калі ты весь закрыты, не? Ну, мне вот Комфортно. Он комфортно, не? свободный, у нас ничего не закрыто. Комфортно. И тем более, что летом мы уже вот раньше, может быть, у нас этого не было, но теперь у нас уже есть такая возможность, что мы можем одеть серое, пошить себе вот уже серого цвета. Особенно тогда, когда, например, где-то выезжаем с детьми, потому что это чтобы так по поводу, может быть, больше для детей, для людей. Потому что иногда бывает так, когда и жарко в поставах и дом, а тебе не жарко. Сестра, а вам не жарко? Каб Постоянно. пазбавіць людзей ад гэтых пытанняў, так? Каб яны не мучыліся, Да. ці жарка, сястры, ці не. Не, а это совсем несущественно. Ну, Для так. меня это как-то несущественно. Не, Это- ну а цікава вось, ну, па-першае, цікава, ці ёсць на Беларусі цяпер дзяўчаты, якія таксама хочуць звязаць сваё жыццё менавіта з вашай кангрэгацыяй, ну, такі кандыдаткі, каб стаць потым такой сястрой. Есть. Так у нас есть, можно сказать, формация, одна из таких трудных, не очень легкая наша формация. До вечных обетов минимум 8 лет. И есть у нас монахинь, есть одна уже белорусочка, да, после вечных уже обетов. И еще есть две в такой вот венераче, еще в формации, да. Некоторые спрашивают, интересуются тоже. Было намного больше, но, как говорю, не для каждого эта дорога. Есть такие, которые приходят, а потом тоже отходят. Но для них это тоже время не потерянным потом остается, потому что каждый всегда что-то остается в их сердцах. Даже если придут, ну, год-два побудут, и просто видят, что это не их дорога. А ёсць ли нейкія ўзроставыя абмежаванні для тых, хто хоча, напрыклад, уступіць у гэтую До кангрэгацыю? 35. До 35 можна вось, калі Ну и, ласка, конечно, хто чтобы не думае было аб бы мужа гэтым? и не было бы детей. Да. Ну да, канешне. Я Так. хацела задаць такое пытанне пра што, ну, калі вось дзеці ўжо дарослыя, там муж уже там памер, напрыклад, а потом, ну, у 35 гадоў гэта, напэўна, немагчыма. Так, зразумела. А яшчэ, ну, вось пра шляхі гэтай фармацыі. Як гэта адбываецца? То есть, што вывучаеце, дзе вывучаеце? Ну, што за выпрабаванні вось на шляху чалавека, які Это думае есть аб такой гэтым? первый год, есть такой постулят. Постулят — это как бы такой вот первый початковый такой период. Он длится год, или же иногда для некоторых может быть по рассмотрению 2 года, где к ним они присматриваются, молодые кандидатки присматриваются к конгрегации, а сестры присматриваются к кандидаткам. Да. Так. Да, и как бы такое первое знакомство с конгрегацией. Это есть первый год. Второй год — это уже есть новициат. И там каждая такая вот кандидатка получает свое новое имя в конгрегации, потому что на святом крещении у нас есть наше имя, которое мы получили на крещение, и потом в конгрегации мы получаем новое имя как бы, да. І гэта ўжо назаўжды будзе И это застаўна. уже есть так назавжды. И потом есть 2 года такой формации новициата. Тогда, когда мы познаем регулы нашей конгрегации, тогда, когда учимся жить обетами, да, которые вот складываем, тоже учимся какого-то такого смирения, любви Бога, духовной жизни, познания харизматус конгрегации нашей. И тогда вот, потому что каждая кандидатка, она должна знать. Так же самое должно быть какое-то познание, может быть, такая не слишком уже, как там на студиях, в университетах. Тоже должно быть познание Святого Писания, духовной жизни, какое-то такое общение, коммуникации. То есть вообще чего-то 2 года тоже такое, вот, можно сказать, разных таких вот учений. А потом есть уже 5 лет, минимум 5 лет, такой вот, можно сказать, после первых обетов, когда каждая монахиня каждый год она наново складывает эти обеты. А через 5 лет
или даже минимум 5 лет, можно уже сложить вечные обеты. И вот в течение этих 5 лет еще можно сказать: "Нет, это не мое", уйти. Тогда уже монахиня уже нормально имеет свой какой-нибудь, обовязок, работает уже. И, конечно же, и учится уже жить, совмещать работу, духовную жизнь, молитву, чтобы это было бы уже все в одном. И после уже вечных обетов уже остается уже навсегда в конгрегации. Тогда уже на знак таких, можно сказать, такое венчание, зашлюбен, с Иисусом. Каждый из нас получает такое-то обручальное кольцо. Некоторые спрашивают, думают, что это вот как будто мы имеем мужа. Но нашим облюбленцем является Пан Иисус, которому мы складаем уже верность до конца жизни. Што адчувае сястра, якая складае вечныя шлюбы? Счастье. Слёзы? Наконец-то свершилось. Счастье? И слезы счастья. Слезы счастья, да. Слезы счастья. А такую Божую прысутнасць так вось И Божию присутность. фізычна Да, таксама? что и я, и Бог, что это, да, что вот, что я с Богом, что я живу для Бога, что то, что есть Бога, есть мое, то, что мое есть Бога, что я уже принадлежу никому другому, именно принадлежу только Богу. Ну вось гэтыя вечныя шлюбы, яны па вось узроўню адчуванняў яны адрозніваюцца ад тых, якія вось прамежкавыя гэтыя штогадовыя, так? Это асаблівае? Так. У душе это и да, есть разница, я бы сказала бы, да. Когда первые складала, я, например, могу сказать как бы так больше о себе, да. Когда я складывала первые шлюбы, первые обеты через 3 года после того, когда я переступила порог монастыря, то это тогда тоже было чуть-чуть больше такое, таких элементов внешних, потому что тогда я получила хабит, я получила чепек, велюн, получила крестик, да, я уже была такой вот монахиней. И все равно тогда уже были, у нас есть такие слова во время обетов, что не живешь уже для себя, только для того, который для тебя умер, из мертвых повстал. И вот это вот сознание, что я живу для Бога, да, вот сложила вот обеты. Я пообещала Богу, что буду жить для Него. А уже вечные обеты, когда я уже складываю, я уже полностью Иисусовая, полностью, до конца жизни. Но это просто можно сказать, невысказанное счастье. І цяпер застаецца толькі ім дзяліцца з усімі. И остается им делиться. И, конечно, это тоже есть таким заданием, то, что Бог есть милосердный, на правда. Бачыце па сваёй дзейнасці, вось, напрыклад, у паставах, што праз вас Бог сваю міласэрнасць беларускім людзям таксама перадае? Ёсць нейкія такія вось, вашыя назіранні за гэтым? Можа, такое нескромнае пытанне, але ўсё ж такі цікава. Дзейнасць сясцёр тут, на Беларусі. Где-то есть, так, есть. Есть такие ситуации, когда, например, говорит мне кто-то, например, что вот где-то или какие-то дела, например, мои, или даже какие-то вот слова, когда вот в общении с людьми, и говорят, что им помогло это познать Пана Бога, что им это как-то приблизило, то я всегда этому радуюсь. Такое. Я думаю, что для каждого из нас тоже и нужны такие вещи, чтобы мы больше еще утверждались бы в нашей деятельности, то, что мы делаем. Тоже, например, прекрасно тогда, когда, например, когда начинаю общаться с некоторыми людьми, которые, может быть, не слишком близко Пана Бога и не знают вообще Бога милосердия, когда где-то начинаю с ними говорить, смотря то, что вот вижу, например, какой дорогой лучше к этому человеку подойти, но то потом, когда через некоторое время вижу, например, у такого человека, что есть это образок Иисуса Милосердного, или вижу, например, что он молится коронкой до Божьей милосердности, и говорит, вот, сестра научила, мне это помогает, и я тоже всегда, хвала Пану, что так есть. В поставах набажэнства да Божае міласердзе, наверно, знаюць усе. Так, мы, напэўна, нават аб гэтым казалі ў нашай праграме аднойчы на Радыё Марыя. Трэба праверыць. Можа, не знаю, Сестра Канстанцыя, шчыра дзякую вам за тое, што знайшлі час, ведаю, што у вас сёння такі быў напружаны дзень, і што вы там і ў гэтым удзельнічалі, ў тым, і ехалі так далей. Вам цяпер яшчэ вяртацца трэба, так? У паставы. У паставы сёння паедзеце, так? Не так далёка, толькі 170 кілометраў. Толькі 170, але ж цёмна ўжо. Анёлкі будуць са мной. І Божая апека таксама. Шчыра вам дзякую за тое, што вось час знайшлі, падзяліліся і за вашу таксама працу. Шчыры дзякуй. Дзякуй. Хвала Хрысту. Навекі.